университете. Вы знаете, мне, конечно, выставка произвела такое впечатление. Я посмотрела первый раз, вышла, вернулась второй раз. Потом спустилась уже одеваться, уже оделась и вернулась еще раз. Потому что уйти было невозможно. Я это все воспринимаю как хакасскую традицию на самом деле. Потому что традиция в хакасской культуре, она не консервируется там, в XIX веке или там, дореволюционное, скажем, время. Она не фиксируется в трудах исследователей XIX-XX века. Она продолжается, просто в другом виде. У хакасов, конечно, не было вот прямо изобразительного искусства. Были промыслы, было ремесло, был орнамент, да? Мировоззрение, эпос находило свое выражение вот в таких, не таких монументальных вещах, как, например, живопись или графика. В украшениях металлических, да, можно это увидеть, например. А когда люди приходят на выставки современного искусства, у меня такое ощущение, что они воспринимают это отдельно от традиции. А на самом деле традиция просто изменилась, она трансформировалась со временем, и появляется вот такое изобразительное искусство. Поэтому вот ценность для меня выставки это именно в том, что она фиксирует современное состояние традиции Хакасии. Причем эта традиция касается не только этнических хакасов, а вообще всех жителей Хакасии. Потому что любой житель может выйти в степь, может подняться на гору, может посидеть у костра, может увидеть воду текущую. И для него эти образы все должны быть понятными. Он же также видит каменные изваяния, да, любой человек. И если совместить жизнь человека просто даже в географическом окружении, да, и совместить с развитием нашего искусства в Хакасии, здесь же не только хакасы, художники представлены, да, то как раз получится цельная картина вот, мира ощущения, на мой взгляд. Поэтому мне ужасно обидно, что не все сюда пришли. Я считаю, что все 500 000 там жителей Хакасии должны прийти сюда, просто чтобы это почувствовать. Потому что любовь к земле, она же не ограничивается копанием в земле, огородами, путешествиями, пикниками. Она в эмоциях, которые тебя переполняют. Поэтому для меня эта выставка просто была потрясением, и она абсолютно соответствовала, оказывается, моему представлению о хакасской традиции. Поэтому я очень рада, что она есть. Я считаю, что ее нужно в том виде, в котором она есть, возить. Ее, может быть, можно дополнить какими-то выступлениями, допустим, Сергея Черкова, да, с Юлечкой, если бы они вот сели бы вот тут в углу, понимаете, и что-то исполнили тихонечко, это было бы прекрасно. Если бы пришла мастерица и рассказала про какой-нибудь орнамент, да, это тоже бы дополнило. Вот если бы это была такая комплексная еще выставка, мы могли бы Хакасию представить вообще в любой точке мира. А представьте, какой бы фурор она произвела, например, в Африке. Вот у меня почему-то ощущение, что такое природное чувствование земли, родины, народа, этничности, оно в большей степени сохраняется, конечно, не в Европе. Там тоже очень любят этнику, да, как они называют, но они ее не понимают очень часто. А вот, скажем, в Африке, в Монголии, в Австралии, я уверена, в Америке, особенно в Южной, мне кажется, что это нашло бы вот такой родственный отклик. Это было бы очень понятно для них. Мне в Якутии бы это произвело тоже впечатление. В Якутии, да, кстати говоря, очень много. Потому что очень много общего. Да. Конечно, Алтай, общие корни. Вот где Георгий Николаевич, вот что касается вашего творчества, я считаю, вот, что оно достигло небывалой совершенно высоты, потому что ваши 2 работы, которые я здесь увидела, я уверена, что их больше на самом деле. Среди всех картин 2 работы, вы знаете, наверное, какие, да, «Рождение степи» и «Земля предков», произвели впечатление совершенно сногсшибательное.
Он должен Потому работать что в этой манере. это очень отличается, вот как вы говорите, от реализма, да, который всем нужен. Нам не нужен реализм всегда. И я считаю, что мастерство художника как раз в бессюжетных, так называемых картинах. Больше Там всего где, проявляется. там, где сюжет не прочитывается явно. На самом деле в ваших работах, особенно в «Рождении степи», сюжет понятен. Это идея перворождения, идея первоначала, из которой появляется то, что мы можем увидеть наяву, но не можем всегда связать с моментом вот этого первородства. Поэтому мне кажется, что вот при написании этих работ вы действовали как такой, ну не шаман, но человек, который оказался в какой-то момент способным увидеть душу космоса, Вселенной, Земли хакасской. Вот вы это увидели наяву, это не все могут увидеть. Это только вы своим особым даром смогли это увидеть. И самое удивительное, что вы смогли это передать нам. Потому что для меня, если бы я говорила об эпосе, о начале рождения хакасской земли, то ваша работа «Рождение степи», она бы стала вот отправной точкой. Я под таким впечатлением, что я не знаю, как мне дальше вообще жить, потому что она мне снится. Понимаете, эта работа? Вот я всегда же спрашиваешь себя, а в чем истина, да, в чем правда? Она вот в этой точке, вот в этот момент рождения. Я так вам благодарна за это ощущение истинности, искренности. Но мне приятно, что меня понимают. То, что я хотел сказать. Это же самое Надо сложное. тебе эту серию вообще продолжать, потому что у нас же вообще вот со стихиями очень много связано. И в эпосе, и вообще вот в обрядах, в традициях стихия там огня, стихия земли, воды, чего еще? Воздуха. Воздуха. Вот Воздуха. я работаю в художественной школе Каратановской. Веду графику. В 4 классе я им задаю свободную тему. Что это такое? Это когда художник где-то закончил учебное заведение и вышел на поле, да, деятельности, скажем. И он с чего начинает? Пейзажи эти писать или что? И вот он в растерянности, когда темы нет, скажем, да? Но я уже человек в возрасте, постепенно пришел, что я буду работать и в этом направлении, а потом нужно все это показать, и как это показать. Вот это сложно. И еще вопрос встает, поймут ли тебя люди, потому что все свободное время, которое у меня есть, кроме работы, огорода, семьи, а семья это тоже большое, и время, потому что нужно же им время уделить, а все остальное время у меня в мастерской. У меня ж не только эти работы, если я зал заполнил живописью, допустим. Вот я не могу из-за ног к нему в мастерскую-то зайти. И получается как, что поймут, не поймут, а вот Александр Григорьевич, директор художественный, ему вопрос задали, а если вы не будете признаны, то как? А он сказал, для меня важен процесс. И я с ним согласился, что в моей жизни самое главное это работать, а там что будет, это не мое уже дело. И вот он очень умно, грамотно ответил на этот вопрос. Ну, мне детям, спасибо, что вы работают. так, ну, как? Поняла Так, так. да, Так поняла. Да, очень даже приятно, что вот. Конечно, я не думал, что такой, ну, видите, народ-то не ходит у нас. К И сожалению. поэтому, Ну, хотя вот у нас иногда я почитаю, иногда мимо прохожу, открываю, читаю там. Да, есть отзывы неплохие. Это, конечно, приятно. Это все нас заряжает, что мы должны работать, двигаться дальше.
Ну, Вот у вам нас в городе спасибо нет большое. культуры вот такое посещение выставок, как-то вот это. Нет, для меня вот я приехала там ненадолго ведь, но мне кажется, что выставка посвящения эпосу это событие, мне кажется, должны это обсуждать все. Вот должны спрашивать: «А, ты уже ходил на новую выставку? Ты был? Давай еще раз хоть. Потому что это событие для культурной жизни, мне кажется, одно из самых ярких. То же самое. Шелуня, вот я вам клянусь, если бы эти две подобные выставки открылись у нас, вот Шелунь, да, Ехимович и другие художники, и вот эта выставка «Эпос» открылись в Петербурге, я вам клянусь, что были бы очереди. Потому что это событие, такая тишина в городе, я кого не спрошу, из знакомых, из родственников, какая выставка? О чем вообще речь? Так странно для меня это. Да, вот это у нас очень большая проблема города. У нас нет культуры, вот как бы вот посещения выставок, там музеев там и так далее. Так нет и понимаете? культуры, У скажем, нас с это детьми баловством читать. считается культура. Вот я даже по себе скажу, там в газете со своей Да. культурой там опять Да. подписываешь. А Не если- сходите надо. Благодаря таким людям, как Ирина Конна, которая, работая Ирина здесь, Конна, я проводит вообще не такие выставки. Это же идея-то откуда, да? Ну, И да, вы конечно, так она, продвигаете да. это все А и я провожу проводите сейчас эти тематические выставки. такие выставки. Тематические, это Такие же большой, исследовательские да, немножко. да, да. На этот год у нас будет ряд очень интересных выставок. Я даже не говорить не буду, каких. Но это то, что я буду готовить, вот примерно Ну, 6. благодаря вам все это Примерно происходит, вот то, что выставок. мы видим. Как говорят, капля камень точит, да. Ну да. Постепенно, возможно, и